Дорогие друзья, коллеги, в этом году исполняется 115 лет со дня рождения Ахмед Куаныча Жубанова. Я, Алтын Кетегенова, профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, заслуженный деятель Республики Казахстан, последняя аспирантка Ахмед Куаныча Жубанова. Он является выдающимся деятелем музыкальной культуры XX века. Его имя тесно связано с зарождением, развитием и расцветом казахской профессиональной музыки устной традиции. Являясь знатоком жизни своего народа, его вековых традиций устного творчества, Ахмед Жубанов стал основоположником, новатором во многих областях науки, педагогики, концертной практики и композиторского творчества. Его активная творческая деятельность продолжалась 35 лет, с 1933 по 1968 годы, если считать с выходом его первой книги «Азбука музыкальной грамоты», изданной на казахском языке «Музыка Алеппесе». Ну а если считать вообще трудовую деятельность, то она началась у него с 14-летнего возраста, с 1920 года. Учителями Ахмед Куаныча были Хусаин Ашгалиев, писатель Жейнгали Клепбергенов и его старший брат Кудайберген Жубанов. Они научили его читать, писать, считать не только на казахском и русском языках, но также на арабском и персидском. С детских лет он хорошо научился играть на домбре, мандолине, гитаре, даже на скрипке. Таким образом, любовь к книгам, литературе, музыке привели его к учебе в Ленинград, благодаря старшего брата Кудайбергена Жубанова. В Ленинграде он вначале поступает в музыкальное училище, где поступает в класс скрипки. Но там образование было платным, и поэтому ему пришлось перейти в Ленинградскую консерваторию и поступить на духовой инструмент на гобой к профессору Ниману. К счастью Ахмед Куаныча, профессор Ниман был не только учителем по специальности, но также он читал лекции для оркестра русских и духовых народных инструментов, а также руководил всероссийским народным оркестром, который впоследствии стал оркестром имени Андреева. Здесь он стал посещать не только его частные уроки, но и ходить на все его лекции. А в перерыве он очень часто интересовался построением различных народных инструментов, русских народных инструментов,
и был очень любознательным. И это дало возможность уже на следующий год поступить еще на другой факультет. Это инструкторско-педагогический факультет историко-теоретического отделения. Параллельно он иногда ходил на лекции в Институт искусствознания, где познакомился с такими фольклористами, как Гиппиус Эвальд. А еще через год он уже поступил в аспирантуру в Институт искусствознания. Ныне этот институт называется Институтом кино, музыки и театра. И неожиданно в феврале 1933 года из Алматы пришли представители музыкального образования и попросили руководство Института искусствознания, чтобы его освободили на 1 год. Для того, чтобы он помог при подготовке и открытии музыкального училища в Алмате. По приезду в Алмату он увидел, что техническая база музыкального училища была еще очень слабая, что в училище были представлены многие инструменты европейского типа, но совершенно не было класса домбры и комоза. Когда он заговорил об этом, то некоторые коллеги стали говорить, что это очень древние, старые инструменты. Зачем нам, студентам, преподавать эти предметы? Но Ахмед Куаныч был уверен, что уже даже с этого музыкального училища надо открывать эти классы. Для этого он написал большое сопроводительное письмо в ЦК партии Республики Казахстан, где обосновал о том, что нам нужно развивать свою национальную культуру. И прежде всего нам нужно возродить эти инструменты, чтобы наши студенты могли исполнять и продолжить те лучшие традиции, которые были заложены тысячелетиями вперед. И тогда руководство, это отдел культуры, отдел образования ЦК, с ним согласились. И они не только улучшили материальную базу, но даже и разрешили ему еще открыть 2 кабинета. Это кабинет по записи казахских народных песен и киев и кабинет по усовершенствованию казахских народных инструментов. Ахмед Куаныч Жубанов обратился к председателю Союза композиторов города Ленинграда Йохельсону и попросил его, чтобы он послал какого-нибудь хорошего специалиста или по фольклору, или по композиции. Йохельсон много думал, и среди всех молодых специалистов он решил, что таким человеком может стать Евгений Григорьевич Брусиловский. Тогда ему только было 28 лет. И Евгений Григорьевич, долго думая, все-таки решил согласиться и сказать, что до 30 лет у меня еще есть целые 2 года. И я могу за эти 2 года познакомиться с новой какой-нибудь музыкальной культурой. Но, как вы знаете, Евгений Григорьевич приехал не только на 2 года, но он прожил более 36 лет. Здесь он сразу устроился на работу в кабинет по записи и расшифровке казахской народной музыки. Были за эти 2 года написаны более 250 народных песен, киев, и параллельно он занимался и композицией. Как вы знаете, он стал одним из основоположников нашей оперной классики. То есть в эти же годы он создал сначала музыкально-драматический спектакль, а затем его довел до оперы. В 1966 году при жизни Ахмед Куаныча Жубанова
Музыкальная общественность республики широко отметила его 60-летие со дня рождения в Алматы и на его родине в Актюбинской области. На праздничных концертах прозвучали многие сочинения композитора, а за дирижерским пультом оркестра казахских народных инструментов имени Курмангазы стоял сам маэстро Ахмет Жубанов. После его кончины дочь народной артистки СССР и Казахской ССР, профессор Гайза Ахметовна Жубанова, закончила оперу отца Курмангазы, издала все неопубликованные статьи, которые вошли в 2 книгах «Анкю Сапаре» и «Оскен Унер». В 2006 году наша страна широко отметила столетие со дня рождения Ахмета Жубанова. С большим докладом в Союзе композиторов Казахстана выступила младшая его дочь, доктор биологических наук, профессор Ажар Ахметовна Жубанова. А вечером в Театре оперы и балета имени Абая оркестр казахских народных инструментов, состоящий из 100 музыкантов, исполнил несколько кюев Курмангазы, Даулеткерея в обработке Ахмета Жубанова и оригинальные его сочинения. На этот юбилейный концерт были приглашены известные дирижеры со всех союзных республик. А в 2016 году, к 110-летию Жубанова, в Астане прозвучал оркестр дамбристов из 1000 музыкантов. Дирижировал оркестром профессор, заслуженный деятель республики Айтхали Жаимов. Наконец, следует отметить, что об академике, народном артисте республики, профессоре Ахмет Хуановиче Жубанове вышло большое количество очерков, статей, книг, в том числе и мои труды. О его жизни и деятельности проанализированы все его сочинения. Несомненно, память о нем навсегда останется в веках.